Дорогие друзья, во-первых, я хотел сказать спасибо всем, кто сегодня пришел. Вы действительно настоящие граждане, и когда вот таких людей у нас будет больше, мы будем жить в другой стране, а правительство не сможет себя так вести, не сможет проводить такие людоедские реформы. Я хочу начать с ответа на те сообщения, которые мне пришли за последние дни. Я специально себе пометил, да, и я считаю это очень важным. Первое, вы помните, как нам всем писали в социальных сетях, когда мы говорили о том, что необходимо выйти и выступить против повышения пенсионного возраста. Нам говорили люди, многие, что это противоречит Конституции, не надо никуда выходить, сидите дома, этой реформы не будет, повышения пенсионного возраста не будет. И что сегодня мы видим? Конституция им не указ. Нам писали неоднократно, что не надо никуда выходить, что это хитрый ход президента, и президент все отменит. Ну и что мы увидели с вами 29 августа? Что мы увидели? Отменили реформу? Нет, это была поддержка этой реформы. Нам говорили, что не надо выходить, потому что не надо рассчитывать на государственные пенсии. Многие так писали, особенно молодежь. Зачем? Понятно все уже давно, с нашим государством не рассчитывать на пенсию, надо заниматься своими делами. Друзья, вы понимаете, что это такое? Это мы признаем, что наше государство и наше правительство недееспособно, но говорим, мы миримся с этим, мы ничего не будем делать, будем выживать как умеем. Нам говорили, что не надо выходить, потому что все это на западные деньги, якобы протесты против повышения пенсионной реформы. Посмотрите, сегодня тоже, там какой-то пикетик поставили, нода, да, перед входом в парк. Но вдумайтесь, что рекомендацию повысить пенсионный возраст нам давал Международный валютный фонд. То есть это рекомендации Запада. И как же так получается, что у нас те, кто исполняют эти рекомендации, они патриоты, а те, кто выступают против и защищают людей, и защищают мнение народа, когда 90% людей против повышения пенсионного возраста, те, оказывается, они не патриоты. Нам писали, что не нравится место. Да, мы с вами, конечно, сожалеем, что это мероприятие не проходит в центре. Но давайте подумаем, если бы нас вышло 100 тысяч человек, и власти это знали, и они понимали, что выйдет Казань, что будут пробки, машины поедут на митинг, поедет переполненный транспорт. Неужели вы думаете, что власть посмела бы отказать? Они нам дали бы не только Мулануру Вахитова или сквер Тинчурина, нам бы дали площадь Свободы, они бы сидели там в своих кабинетах и дрожали. Вы понимаете, что все эти аргументы, которые говорят о том, что выходить не надо, это, по сути, тоже поддержка этой пенсионной реформы. И только те, кто приходят и прямо выражают свою позицию, ведь главное даже не те речи, которые будут здесь сказаны, главное, сколько людей выйдет против. Именно это они считают, именно эти данные отправляют сводки в Москву. Именно поэтому они ставят эти пикеты обманные на входе. Именно поэтому они ставят эти заграждения, чтобы психологически давить на людей. Все эти КАМАЗы ОМОНа, которые стоят там, все это для того, чтобы меньше людей вышло. И поэтому вы должны понять, что напротив, именно это все решает. Сегодня я еще хотел ответить тем, кто говорит, что у него нет времени выйти или что-то еще. Смотрите, люди, десятки тысяч людей у нас находят время, чтобы выйти ради футбола. Они тратят деньги, едут черт знает куда ради футбола. Они едут ради салюта. Посмотрите, что происходило в городе недавно. Весь город, там мосты были заставлены машинами, люди вышли, чтобы посмотреть. Но ради своего будущего они не хотят идти. И самое главное, те, кто говорят, что от нас ничего не зависит, и поэтому выходить не надо, что нас не слышат. Смотрите, сегодня, мне кажется, после уже
29 августа всем должно было быть ясным, да, что вся вертикаль власти против мнения 90% людей. То есть, напротив, сегодня зависит только от нас. То есть уже рассчитывать просто не на что, кроме на нас самих. Мы должны свою волю показать, а ее они услышат только когда нас выйдет десятки тысяч в каждом городе. Вот тогда они пойдут на попятную. И не будет улучшения, ухудшения, а будет полная отмена реформы. Друзья, вот то, что сегодня произошло, нас поставили перед простым выбором. Это или пенсия мы выбираем, или мы выбираем это правительство. То есть правительство, которое нарушило свои публичные обещания. Мы не случайно сегодня ставили их выступления. Вы должны слышать, и они должны знать, что мы не забыли, как они говорили, что нельзя у нас в стране повышать пенсионный возраст. Нельзя при такой продолжительности жизни. Это говорил и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Это говорил глава пенсионного фонда Дроздов. Все мы их выступления послушали. Они говорили, что это нельзя, что это невозможно. Но теперь все они как один говорят, что без этого дальше жить нельзя. В любой другой стране мира только за нарушение таких серьезных публичных обещаний правительство немедленно уходит в отставку. Это правительство, которое нам предлагает вместо пенсий. Это правительство, которое нам предлагает вместо пенсии, оно нам сегодня говорит о том, что у нас устойчивый экономический рост. И поэтому мы и поставили эту песню, да, вот у них действительно как песня, да, результаты есть, только денег нет, понимаете? То есть они говорят об устойчивом экономическом росте, но я приведу только одну цифру, хотя вы сами все понимаете, когда ходите в магазины, когда вы платите за ЖКХ. Одна цифра. У нас экономика сегодня меньше, чем в 2013 году. Пускай нам правительство расскажет, что это за такой волшебный, устойчивый экономический рост, что экономика стала меньше. Правительство, которое нам предлагают вместо пенсий, это правительство зажало, а других слов просто нет, накопительную часть пенсий наших граждан. Вот давайте спросим, и каждый может написать письмо и в правительство России, и в пенсионный фонд, и спросим, где накопительная пенсия, где накопительная часть нашей пенсии. Они ее зажали. И это правительство нам теперь рассказывает о том, что оно сделало все, чтобы сохранить пенсионный возраст. Это правительство создало такую дыру в пенсионной системе. Вот вдумайтесь только, каждый работающий в среднем платит в пенсионный фонд 103 заработных платы за свою жизнь, а получает из пенсионного фонда 47 заработных плат в среднем. Давайте спросим это правительство, где наши 56 зарплат? Где они? Это правительство, которое нам предлагают сегодня вместо пенсии, это правительство, даже с учетом этого улучшения, ухудшения, оно выбрасывает на рынок труда не 13 миллионов человек, а всего лишь 10 миллионов. Вы понимаете, ну какая мелочь, это просто, по их мнению, прекрасно. Вот вдумайтесь, они еще, чтобы поставить вишенку на торте, говорят, мы введем уголовную ответственность за увольнение людей предпенсионного возраста. Что это говорит? Что это западня для наших граждан предпенсионного возраста. То есть раньше было трудно устроиться на работу людям этого возраста, а теперь станет еще сложнее. Вот скажите мне, кто возьмет на работу человека предпенсионного возраста, если ему скажут, ай-яй-яй, если ты его будешь увольнять, мы будем тебя пытаться привлечь к уголовной ответственности. Разве это поддержка? Это не поддержка, это самая настоящая западня для наших граждан. И самое главное, вот это правительство, оно считает, что оно может игнорировать 90% граждан наших. То есть у нас выступило против повышения пенсионного возраста 90%
граждан нашей страны. Даже их официальные опросы об этом говорят. То есть наше правительство игнорирует нас, оно игнорирует наш народ. Это дает нам полное право игнорировать это правительство. Дело в том, что мы не можем его отправить в отставку пока только по одной причине. Это то, что во всех законодательных собраниях в Государственной Думе у нас окопались единороссы. То есть именно они своими голосами не дают нам отправить в отставку это правительство. Поэтому, чтобы это сделать, а это правительство безусловно заслуживает отставки и только отставки, мы ни одного голоса больше не дадим партии «Единая Россия» ни на одних выборах. Ни одного голоса. Этой партии, которая готова проголосовать за все, что угодно, что скажет правительство. Скажет проголосовать, что ночь это день, они проголосуют. Скажут проголосовать, что черное это белое, они проголосуют. Это уже кнопкодавы, извините меня, у меня нет другого слова. И эта партия «Единая Россия», это партия повышения пенсионного возраста. Именно поэтому больше ни одного голоса этой партии. Дорогие